Родилась я у Больших Смолянцах. Ну и там же жила. И жила. У школу, у фабрику ходили. До войны кончила 4 классы. Радио слухали и чуем уже, что объявляют, что началась война, вероломно напали на Советский Союз. Перешли уже Муховец. Ну и все, и солдаты уже занимают это самое. Деревни, города и двигаются на Москву. Ну и вот, сидим, как раз летят самолеты, летят черная туча их один за одним. И тут же начинают идти войска немецкие, едут танки, танкетки. А як теперь показывают по телевизору, что машины точно так, детки, вот у кино же глядим, и точно так и шли. А тогда уже и день за, ну, может, день-два, тогда едут уже на конях, везут орудие такое длинное, 3 кони запряженные, перепрягали их. Видели, какая упряжка, какие кони сытые были. Коса заплетенная, хвост, так каждый за колени сюда, а около хвоста сделана кукла. Як они так делали, и что, ну, некто ж делал, че так у них принято, весь этот гарнизон был в участниках, а это проходящие. Ну, так они тут уже останавливались, и начали уже свои парадки устанавливать. Курей били, детки, хватают этих курей. Ну, раз у их кухня это есть, уже ни курей, ни гусей, никого не увидишь, все побили. Заходят у хату, спрашивают: шпик, шпик, а что мы знали их на язык? А тогда скажут, ну, ломаны такие, сало, 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 масло, яйка. И помню, прошли у нашу хату, заходят, и это спрашивают. Ну, мама ж тоже молодая была еще, ну, а я детенок. Боялись, как это, маму еще не схватили, куда и не повезли. Детей же хватали. Ну и спрашивают, нема ничего. Он так вот за бороду маму, як хватил, а тогда я стянул головой. Это, нема ничего, уже все повыбрали. Тогда уже стали это, ну, як кажуть, жидов. Хватали, били уже их. У кого золото было, сразу их золото с ушей, цепочки были и на руках. Ну, они ж были богатые, всякие ж были. Это уже в первую очередь, чтоб они с ушей и все отдавали это золото. Ну, а их тогда уже вели туда на расстрел сразу, у Слободу. Тогда взяли еще за коммунистов. Ну, а это коммунисты, которые уже были близко жили, это ж деревня. Яхим и Коля. Яхим и Коля. Дядька, это Яхим был дядька, а это уже Коля, он двоюродный племянник был. И их тут же и забрали. И они сделали себе кузню и начали там делать плуги и бароны. Ну, занимались этим. Ну, некто донес, прилетели, як звали Черный Ворон, машина черная, ездила по деревне. Як били их, ну, ходили, не пускали, не давали, даже копьяны занесли яды якой. И они говорили, что они тут сытые, а их так били бизуном, уже так собьють, что человек синий увесь одинул. Затекались дуже. Ну, их же тоже тогда на расстрел повели. Это, я даже знаю, где в Чашниках тогда тая и тюрьма стояла. Тут у Смолянцах, вот теперь, как едете, вы будете ехать вот по левой стороне, як только его на горку поднимаешь, стоит двухэтажный дом. И вот считай, вот на этом месте, трошку ближе к дороге и туда и дальше. Там уже делали, ставили это самое, и доты, и дзоты. И доты, оружие уже ставили. Ну, и тогда пулеметы там, что у них стояло. И они все время тут уже як наблюдали, как с лесу не шли, как партизаны не проходили. Партизаны шли. Начался бой.
Мы ж яшчэ тоже гэтага не знали, што спім, бой начаўся. Ну, а свяціла ўсё кругом, свеціць. Ну, і прыйшла танка нямецкая. І тады ўжо гэтыя партизаны отошли. Танка пройшла, шашлик, ну, у іх же связи тоже были. Ну. И вот яны и так говорили, если б только погиб один немецкий солдат, усю б деревню уничтожили. Но слава Богу, что обошлось тихо, никого не забили, а так бы, может, спалили тоже деревню. Ну, тогда уже свои ж законы, якие тоже надо было сдать. Столько и столько яиц. Як цяпер помню, 120 литров молока носили у фабрику. Бетончик я сама носила, мама подоить, и только молоко, как свежее, теплое. Еще ж у фабрику, там фрицы это стоять. И там же трехэтажный дом, и он и теперь стоит у фабрицы. В окно подаешь, большое в окно сделано, подаешь это бетончик, а яшчэ немец прийдет и поболтает, мол, как не было там ничего, а вдруг там якая міна. Ну, 120, як теперь помню, литров молока у месяц. Ну вот по 4 литра каждый день носили. Вот в 43-м году мы уже сгорели. На пол поляжем, бой же идеть, на пол. Мол, пули летят же выше, на полу не. Деревня горить. Половина деревни выгорела хатой. Ну и наша ж хата тоже. Гляжу уже, там дедушки моего хата повыскочили ж на улицу. Трассирующие, казали, пули были. Трассирующие, ну, стреляют, а нам мусить лететь и гореть. Ну, а крыши ж были деревянные. Это ж не теперь. Наша сгорела, и дедушки моего сгорела. Ну, и шли в баню, жили. У кого баня якая, мы жили тоже. Мамина тетя была. У этой тети жили. И одна жила, бабулька тоже. И мы тогда у яе жили. Усяго было, усяго. И ни доедания, ни соли не было, ничего. Удобрения ели. Удобрения. Калийное, вот теперь красное, вот калийное удобрение сеют, а было нейко белое. Вагоны ж проходили, их разгружали у Малых Смолянцах, там выгружали, вот тогда ходили, брали это удобрение, насыпали в ночевки, смывали всю эту грязь, меняли воду, меняли и долго. Еще пока это там не расстанет, не разойдется. А тогда она уже съедает, это соль самая, которая чистая, у ночевках. И высыхает. И тогда этой уже солью солили и ели. Вот как вы узнали, что советская армия победила? Ну, победа ж, кричать уже, победа, победа. Радовались, бегут люди, еще один одного обнимают. Тоже была такая солнечная, хорошая погода. Ну, кто дождался кого, кто не дождался. Ну, а кто был у полиции, тогда побрали их. Тогда им дали по 25 годов. Вот было 3 человека, у нас что 25 годов они отсидели. Ну, и тогда поворочились.